В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Якутская национальная военная школа – кузница кадров Советской армии. 95 лет прошло со дня ее основания. Ответственная профессия «Дальнобойщик» из Ленска рассказал нашим коллегам о рабочих буднях. Финал открытого чемпионата по хоккею проходит в столице республики. Наша съемочная бригада с места события расскажет о матче. 78-ю годовщину со дня битвы за озеро Ильмень отметили сегодня жители Якутска. Торжественное возложение цветов состоялось на сквере-мемориале «Журавли над Ильменем». Участие в митинге приняли первые лица правительства, администрации города, военный комиссариат и представители молодежи. Напомним, в этот день, 78 лет назад, 19-я отдельная лыжная бригада, в числе которой было 597 якутян, выступила против сил фашистской Германии на окраине деревни Ретлё. В сражении погибло более 600 якутских воинов. Сегодня мы с благодарностью вспоминали о героическом подвиге нашего якутского народа, который с самого начала войны принимал активное участие на всех фронтах сражения во имя нашей свободы, во имя независимости России. И на озере Ильмень якутяне героически пали. Это были совсем молодые ребята, которые строили планы на будущее, создавали семьи, думали об учебе. Они пошли защищать Родину. 95 лет в этом году отмечает Якутская национальная военная школа. В честь этого события в литературном музее имени Платона Аюнского почтили память выпускников. Школа была основана на территории музея по инициативе Платона Алексеевича. За 15 лет работы учреждение подготовило около 900 младших командиров и красноармейцев. В годы Великой Отечественной войны они показали себя доблестными воинами и блестящими командирами. 16 человек стали кавалерами ордена Красного Знамени, 4 заслужили ордена Ленина. Бывший курсант Николай Чусовской стал героем Советского Союза. Вот именно в этот день, 23 февраля 1943 года, стали участниками сражения на Ильмень-озере. К сожалению, очень многие погибли. В этом году исполняется 100 лет Федору Кузьмичу Попову. Он тоже с этой территории ушел. С этой территории ушли наши воины-писатели. И поэтому это место свято для нас. И очень хочется, чтобы обновили мемориальную доску, цифры изменились, ведутся очень большие поисковые работы. Вот в таком плане, чтобы республика это поняла и чтобы это место стало знаковым. Сегодня участники мероприятия возложили цветы к памятному мемориалу, провели лекцию об истории Национальной военной школы, а также состоялся обзор выставки по материалам книги Константина Гурьева и показ художественного фильма «Журавли над Ильменем». Кто они? Настоящие защитники Отечества. Это не только солдаты, которые сегодня проходят службу в рядах российской армии. Это наши отцы и деды, прошедшие войну, афганскую и чеченскую. Воин-интернационалист Сергей Чижов рассказал свою историю. Рабочий день Сергея Чижова начинается с телефонных переговоров. Он лично контролирует состояние автодорог на вверенных ему участках. Это часть республиканской автодороги Анабар и федеральной трассы Вилюй. Их содержанием и обслуживанием занимаются сотрудники Мирнинского дорожного участка. Как летом, так и зимой занимаемся содержанием, чтобы дорога была проезжая. Будут дороги, будет нормальное снабжение, будут не сорваны поставки. Мирнинскому управлению автодорог Сергей Чижов посвятил 32 года жизни. Начинал водителем БелАЗа, работал главным механиком. Дошел до руководящей должности. Участки очень ответственные. И, можно сказать, Сергей Иванович заботится о них и днем, и ночью. То есть выходит, когда бы ему не позвонили, во сколько бы ему не позвонили. Профессиональный праздник дорожники отмечают 17 октября. Но для Сергея Чижова есть еще одна важная дата – День памяти погибших в афганской войне. Каждый год 15 февраля он приносит алые гвоздики к мемориалу воинам-интернационалистам. Так он чтит память тех, кто не вернулся с поля боя. Его военная история начиналась в
1981 году. Призвался в ряды советской армии. Когда начался набор в Афганистан, не отказался. Прошел подготовку, попал в инженерно-саперный взвод 3-й мотоманевренной группы. Их задачей было блокирование мест караванных путей, окружение и уничтожение бандформирований. Первый страх молодые ребята испытали, когда прошел слух, взорвали эшелон с дембелями. О том, что в Афганистане идет настоящая война в Советском Союзе, объявили только в 1985 году, хотя она началась в 1979 и продлилась 10 лет. Война совершенно другая была. Ну, нет, это вот ура, вперед, с окопов побежали. Нет, она такая более скрытная, более коварная. Оружие более уже современное. В саперном взводе служил. То есть мины уже пластиковые, просто так не найдешь. Ну, это грязь, страх, это все. Война — это страшно. «Мне повезло, — говорит ветеран афганской войны. Вернулся живым, создал крепкую семью, растит внуков. Он уверен, эта война была неизбежна. И они выполнили свой долг. Долг перед Отечеством и близкими людьми». Ивана Филиппова, Алексей Меркулин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Следующий наш герой, работа его также связана с дорогой, дальнобойщик Алексей Иванов. Многие думают, что профессия водителя-дальнобойщика наполнена романтикой и дорожными приключениями. На самом деле это тяжкий труд и каждодневные препятствия, которые нужно преодолевать. Дальнобойщик Алексей работает в Ленском автотранспортном предприятии уже более 17 лет. Начинал простым рабочим, так как устроиться водителем было в то время невозможно. Но спустя несколько лет, благодаря упорству, ответственности и безукоризненной работе, молодого человека заметило начальство и выделило ему старенький сломанный узелок и должность водителя. Собрал, сделал, и все, и начал работать. Потом постепенно перешел в рейсы. И так продолжаю. Уходил на 7 лет, работал 2 года в Сургуте, 5 лет на себя работал. И автобаза «Родина». Она меня выучила на водителя, автобаза. Я пришел сюда с категории Б. С, Е, получил здесь дополк, на обучение на ВВ, все получил здесь в автобазе. Родная. Работать дальнобойщиком может не каждый, уверен Алексей. Возить грузы нужно по всей Якутии. Рейсы из Ленска в Усть-Кут, например, не редкость. Дорога занимает 2 недели, так что в машине приходится жить. На это способны только фанаты своей работы. Ну, наверное, да, жизнь, скорее всего. Хобби, не хобби, я не знаю. Ну, как-то вот так. Она не напрягает. Сейчас у нас новое направление Молодо, вот там я не был. А так Анабар, Усть-Кут, как бы Якутск. Ну, здесь удачная хала, это все как бы. Ну, это наша круглогодичка, мы постоянно ездим. Дальнобойщиков называют элитой среди водителей. Кто еще может остановить многотонную фуру, у которой отказали тормоза или, не выйдя в подъем, тяжелый груз потянул вниз? Такие ситуации, конечно, случаются редко, но свое мастерство дальнобойщики проявляют каждый день. Особенно мастерство Алексею пригодилось в последней поездке в Магадан. Самое удивило это нынче Магадан. Мы знали, что там все сложно, но не знали, что настолько. Как бы водители удивились. У нас оказались слабые машины и большие бочки, вот так скажем. Но мы справились, смогли. Я всегда стараюсь оптимист. Я говорю, нет таких задач, которыми можно не справиться. По словам Алексея, эта командировка стала самой сложной и в то же время самой запоминающейся. Там он встретил сослуживца, с которым много лет назад воевал в Чечне. В Чурапче встретил сослуживца, с которым не виделись 24 года, больше 24. В Грозном как попрощались, а вот со служивцем встретились. Вот это самый классный случай. Алексей – профессионал своего дела. Опытный водитель, не боится сложностей, новых направлений. Именно так его характеризует начальник колонны. Всегда на него можно положиться, всегда выполнит любое задание, всегда поможет, подскажет молодым водителям и словом, делом. Такой профессионализм для дальнобойщика – обязанность. Ведь он несет ответственность за груз, который нужно доставить вовремя, и время, которое рассчитано на 1 рейс. А еще за свою семью, которая почти каждого шофера ждет дома, ради которой он и работает, проводя недели и месяцы за рулем. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Награждение жителей, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие района, состоялось в Ленске. Исполняющий обязанности первого заместителя главы поздравил всех с праздником и поблагодарил за активную деятельность и участие в развитии района. Были вручены награды различных уровней, почетные грамоты получила единая диспетчерская служба и тренер по баскетболу. Также отличительным знаком был награжден предприниматель Александр Серегин.
Служение Отечеству, готовность защищать свою родину, свою семью всегда были и остаются почетной обязанностью любого мужчины. Мы сегодня поздравляем тех, кто выполняет и будет выполнять свой воинский долг, тех, для кого служение отчизне стало смыслом жизни и основной профессией. Мы поздравляем сегодня всех мужчин, потому что именно на их плечах лежит тяжелый груз ответственности за свои семьи и за своих близких. В Ледовом дворце Лейботур сегодня проходит финал по хоккею открытого чемпионата города Якутска среди мужских команд. За звание чемпиона поборются две команды – это Якутская энерго и Ветеран. Всего в состязаниях приняло участие 255 спортсменов из 17 команд столицы и районов республики. Подробнее о матче расскажет Саргалана Неустроева. Она сейчас на прямой связи со студией. Саргалана, приветствую, тебе слово. Здравствуй, Кристина. Остались буквально считанные секунды до окончания финала чемпионата города Якутска по хоккею. Участники Якутская энерго, Ветеран. Все, это финал. Ветераны со счетом 3-10 выигрывают ветераны. Игра прошла очень насыщенно, очень эмоционально. Удаления были, по крайней мере, по одному разу с каждой из сторон. Ну, а сейчас, как мы видим, ветераны вот в белом, команда победителей, команда, не знающая поражений в республиканских чемпионатах уже на протяжении 10 лет. Вообще сам чемпионат начался еще в начале месяца. Приняло участие 17 команд, 255 хоккеистов. В финал вышли две команды ветеранов. О том, что именно они будут принимать участие в финале, заведомо знали практически все фанаты. Мы до начала прямого эфира успели пройтись, совершить опрос. Сильные команды, сильные, однако сыграли с разгромным счетом. В целом игра, последние счеты, последние шайбы, которые забили хоккеисты, были забиты последние 5 минут, можно сказать, чемпионата, последние 5 минут игры. И вот, наконец, чемпионат завершен. Награждение будет проводить исполняющий обязанности мэра города Якутска Евгений Григорьев. Награждение пройдет, ну, я думаю, сейчас, где-то через 5 минут. В принципе, вот так вот завершился именно 23 февраля, в День защитника Отечества, завершился чемпионат по хоккею. Как говорится, в хоккей играют настоящие мужчины. Кристина, у меня на этом все. Спасибо. Напомню, на прямой связи с нами была моя коллега Саргалана Неустроева. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Не переключайтесь, берегите здоровье.